Случилось это давно, в те времена, когда жили кыргызы на берегу большой и холодной реки Енисай. Злой хан напал на наше племя, устроил ужасное побоище. Остались в живых только мальчик и девочка. И приказал хан хромой старухе убить последних детей кыргызов. Старуха отвела детей к высокой круче у берега реки и собиралась уже сбросить мальчика и девочку, но услышала голос позади: «Отпусти детей, отдай их мне». То была мать олениха. Да такие глаза у нее большущие, смотрят с укором и грустью. А сама олениха белая, как молозиво первоматки. Рога — красота одна, развесистые, будто сучья осенних деревьев. Не посмела старуха перечить и отдала детей. Долго вела мать олениха детей к новому дому. Лето и зиму, весну, лето и осень. Еще лето и зиму, еще весну пробирались они сквозь дремучие леса, по знойным степям, по зыбучим пескам, через высокие горы и бурные реки. Привела, наконец, рогатая мать олениха детей своих на Иссык-Куль. Стояли они на горе, дивовались. Кругом снежные хребты, а посреди гор, поросших зеленым лесом, насколько глаз хватает, море плещется. «Это и есть ваша новая родина», — сказала рогатая мать олениха. «Будете жить здесь, землю пахать, рыбу ловить, скот разводить. Живите здесь с миром 1000 лет». Быстро время прошло. Мальчик стал крепким мужчиной, а девочка — зрелой женщиной. И тогда поженились они, стали мужем и женой. Однажды на рассвете наступили у женщины роды. Мучилась она, а мужчина испугался и стал звать мать олениху, просил помочь. И послышался тогда издали звон переливчатый. Принесла олениха детскую колыбель, бищик. Был он из белой березы, а на дужке серебряный колокольчик гремел. «Этот бищик для вашего первенца», — сказала рогатая мать олениха. «И будет у вас много детей, 7 сыновей, 7 дочерей». Так и разродилась женщина. Шло время, разрослось наше племя, стало большим, сильным, чтили рогатую мать олениху как святыню, а в лесах бродили белые рогатые моралы, красоте которых завидовали звезды на небе. Никто не трогал их, никто в обиду не давал. Так было, пока не умер один очень богатый, очень знатный человек. Великие поминки устроили его сыновья. Созвали они самых знаменитых людей со всех концов земли. Для гостей поставили 1100 юрт. Не счесть, сколько скота было зарезано, сколько кумыса выпито, сколько явств было подано. Сыновья богача ходили важные, пусть знают люди, какие богатые и щедрые наследники остались после умершего. Очень хотелось кичливым сыновьям богача затмить других, превзойти всех на свете. И надумали они установить на гробнице отца рога морала. Сказано, сделано. Послали охотников, убили охотники морала, срубили его рога. Старики возмутились, по какому праву убили морала. Кто посмел поднять руку на потомство рогатой матери оленихи, на заветы предков чтить и почитать моралов? А им отвечают наследники богача: морал убит на нашей земле, и все, что ходит, ползает, летает в наших владениях, от мухи до верблюда, это наше. Мы сами знаем, как нам поступать с тем, что наше. Не ведали они, что богатство рождает гордыню, а гордыня — безрассудство. Слуги отхлестали стариков плетками, посадили на коней задом наперед и погнали их с позором прочь. С этого и пошло. Великое несчастье свалилось на потомство рогатой матери оленихи. Чуть ли не каждый стал охотиться в лесах на белых моралов. Каждый долгом считал установить на гробницах предков морали и рога. Дело это теперь почиталось за благо. А кто не умел добыть рога, того считали теперь недостойным человеком.
А что стало с рогатой матерью Оленихой? Обиделась она, крепко обиделась на людей. Говорят, когда моралом совсем не стало житья, поднялась рогатая мать Олениха на самую высокую горную вершину, попрощалась с Иссык-Кулем и увела последних детей своих за великий перевал в другой край, в другие горы. А когда рогатая мать Олениха уходила, сказала она, что никогда не вернется.